В сентябре 2012 года в российский прокат вышел фильм режиссера Андрея Прошкина «Орда». Картина знаменательна тем, что она является первым и пока единственным в своем роде произведением отечественного кинематографа. До этого тема «Золотой Орды» была для наших режиссеров в лучшем случае вторым планом исторической перспективы. Именно поэтому фильм вызвал заметный общественный резонанс, вновь поднявший ряд вопросов. Что представляла собой Золотая Орда? Каково ее историческое наследие? И кто является потомками воинов Батыя? Представления наших соотечественников о Золотой Орде начинают складываться, как правило, с чтения русских сказок, в которых Русь постоянно отбивается от натиска враждебной ей степи. Илья Муромец и Соловей Разбойник, Алеша Попович и Тугарин Змей, Добрыня Никитич и Змей Горыныч являются наиболее яркими образцами этого антагонизма. Имя главного злодея русских сказок, Кощей Бессмертного, происходит от тюркского слова «кошчи», то есть «кочевник». Экранизация русских сказок, в которых степь была представлена гротескно-уродливой и злобной толпой, сформировала законченный образ враждебного иного, изменить который уже не были в силах даже публикации трудов ведущих исследователей-историков. Да и стоит ли изменять? Ведь мотив Орды, являясь одним из древних архетипов, на которых базируется самосознание русского народа, не несет в себе адресного уничижительного заряда. Это всего лишь мифология. Формирование государства московского во многом началось именно с противостояния с бывшими остатками вот этого мощного государства Золотая Орда. И во многом возникновение национального сознания связано с этим противостоянием. То есть молодому государству нужен был такой мифологический противник в лице, в первую очередь, кочевников, то есть тех, кто жил по-другому. Противостояние с кочевниками является частью русского мифа, русского исторического сознания. Однако фильм Прошкина «Орда» был снят с претензией на историчность, поэтому он вызвал массу нареканий со стороны разных людей. Например, некто Султан Акимбетов на страницах сайта Казахстанского института азиатских исследований делает ряд замечаний. Очевидных несуразностей очень много. Например, митрополит Алексий в столице Орды Сарая примерно в 1357 году бедствует без куска хлеба и одежды, в то время как с 1261 года в этом же городе находилась Сарайская епархия Русской Православной Церкви с целым рядом церквей. Действительно, по сюжету фильма митрополит Алексий, отправившийся в столицу Орды, город Сарай-Бату, для излечения ханши Тайдуллы, претерпевает там страшные муки, которых, по всей очевидности, не было. Недавно вышедший фильм «Орда» показывает Золотую Орду с худших позиций традиционного восприятия, великорусского восприятия, я бы даже сказал, с позиции великорусского шовинизма. Татары там показаны как какие-то дикари, ходящие в шкурах, при этом почему-то живущие в каком-то роскошном городе. Большие сомнения вызывает и дикое язычество ордынцев, выпукло показанное режиссером Прошкиным. На самом деле, в это время большинство монголов уже приняло ислам, и в самой Золотой Орде процветала городская культура. Арабский путешественник XIV века Ибн Баттута так описывал столицу. Город Сарай – один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины на ровной земле, переполненный людьми с красивыми базарами и широкими улицами. В нем 13 мечетей для соборной службы. В нем живут разные народы, как то монголы – это настоящие жители страны и ее владыки, некоторые из них мусульмане, асы, которые мусульмане, кыпчаки, черкесы, русские, византийцы, которые христиане. Тамошний дворец султана называется Алтын-Таш. Когда Ибн Баттута решил пересечь город из одного его конца до другого, то дорога заняла половину дня. И уже очень быстро после создания Золотой Орды становится ясно для монголов, что выгодно создавать города. Не просто использовать накопившийся
потенциал восстановленных городов, необходимо создавать новые города. Основная масса городов возникла именно как перевалочные пункты для обеспечения торговли по Великому Шелковому пути. Ученые насчитывают десятки золотоордынских городов. Среди них наиболее известны Сарай-Бату, Сарай-Берке, Сарайчук, Бахчисарай, Судак, Маджар, Азов, Хаджи-Тархан, Ургенч и другие. На территории современной Уфы также существовало некое поселение, отмеченное на западноевропейских картах под названием Пашкерти. Найденные на городище золотоордынские монеты свидетельствуют о довольно активной экономической деятельности ее обитателей. В Золотой Орде параллельно сосуществовали два хозяйственных уклада – оседло-земледельческий и скотоводческо-кочевой. Они почти совпадали с этнографическими границами населения Золотой Орды. Оседлые булгары, хорезмийцы, аланы, саксины, башкиры были автохтонным населением страны. В их города были сконцентрированы торговля и ремесла. Однако не они были государствообразующим народом империи. Господствующим народом Золотой Орды, носителем ее великодержавности, был так называемый Улус-Джучи. Улус-Джучи – группа кочевых племен монгольского и тюркского происхождения, переданных Чингисханом под управление его сына Джучи. В данном случае подразумевалось не государство в нашем представлении. Опять нельзя модернизировать, нельзя переносить наши представления, например, на 14-15 века. Улус для монгольского правителя – это в первую очередь люди, не территория. И поэтому, кстати говоря, для монгольских правителей главную ценность играли именно те, кто шел за ними. То есть люди, которые следовали за своим правителем. А территорию можно было потерять или обрести вновь. Итак, развенчаем первый миф, касающийся названия «Золотая Орда». На самом деле государство, основанное Джучи-ханом и его сыном Бату, никогда так не именовалось. Термин «Золотая Орда» было незнакомо монголам. Впервые его вводит в употребление анонимный автор русского сочинения «Казанская история» в 1566 году. Сами же ордынцы именовали свое политическое объединение просто «Улуг-Улус», что значит «Великий Улус». Крупицы, единицы источников, которые до нас дошли из Золотой Орды, позволяют сказать, что жители этого государства называли его Улуг-Улус, Великое Государство. Видимо, это и было официальным или общепринятым наименованием. Кстати, точно так же через несколько столетий османцы, турки назвали свою колоссальную империю Девлет-Алия, тоже Великое Государство. Другой, еще более живучий миф связан с названием «татары», применяемым по отношению к населению Золотой Орды. Он также берет свое начало в инородных источниках – китайских, персидских и русских летописях. Сами же себя ордынцы так никогда не называли. Это довольно распространенное явление, когда самоназвание народа не совпадает с тем, как именуют его соседи. Яркий пример – немцы. Это для русских и других славян они немцы, то есть немые. Сами же себя они именуют дойч. Французы и турки называют их алеманами. Есть еще прозвища швабы и боши. Одним словом, автоним, с той самоназвания, не всегда совпадает с экзонимом, внешним определением. Так откуда же взялось название «татары»? По мнению историков, оно приклеилось к населению Золотой Орды по ошибке, произошедшей в результате переноса имени подлинных татар на татар мнимых. Татары – племя, обитавшее близ озера Буир-Нур в Восточной Монголии и на территории Китая. Впервые упоминается в тюркских рунических надписях VIII века в качестве собирательного названия монгольских племен Центральной Азии. Первоначально татары – это группа восточно-монгольских племен. По мере развития торговли и континентальных коммуникаций понятие «татары» стало известно в Китае и в мусульманских странах как обозначение всех народов, которые живут в Центральной Азии. И когда Чингисхан начал свои завоевания, окрестные народы
передавали друг другу, что он ведет, он возглавляет войска татар. Это было в их устах синонимом монголов. В 1202 году Чингисхан выступил в поход против подлинных монголоязычных татар, некогда самого сильного племени Монголии. Он приказал истребить их поголовно, примиряясь к тележной оси, то есть оставить в живых лишь малолетних детей. Российский китаевед Евгений Кычанов писал по этому поводу. Так погибло племя татар еще до возвышения монголов, давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам. И когда в далеких аулах и селениях на западе через 20-30 лет после той резни раздавались тревожные крики «татары», мало было среди надвигающихся завоевателей настоящих татар. Осталось лишь их грозное имя, а сами они давно лежали в земле родного Улуса, порубленные монгольскими мечами. Когда Чингисхан, вернее, его полководцы, позднее его внуки, повели монгольские войска на запад, местным жителям, конечно, быстро стало известно имя завоевателей – монголы. Но они продолжали называть их татарами, то есть так, как привыкли называть всех жителей Центральной Азии еще за сотни лет до того. Спасаясь от монгольского нашествия, кипчаки, половцы, хлынули на Русь и на Западную Европу. Они разносили повсюду весть об этом страшном народе, появившемся с Востока. А так как кипчаки называли этих пришельцев татарами, то и все прочие народы стали называть их так. И поэтому ни в русских летописях, ни в европейских анналах мы не найдем слова «монголы». Монгольские войска повсеместно именовались татарами. Поскольку настоящие татары Монголии были истреблены Чингисханом, возникает вопрос, как именовали себя ордынцы Улуса Джучи. Развитие Золотой Орды или Джучиева Улуса закончилось слишком рано, чтобы его кочевое население смогло обрести или осознать какое-то вот общее наименование для всех степных подданных. Настоящей крепостью в средние века был Эль, то есть племя. И при знакомстве люди всегда узнавали, из какого племени встречный человек. Поэтому главным для жителя Золотой Орды была принадлежность к кунгратам, кипчакам, мангытам и так далее. Таким образом, Улус Джучи представлял собой пеструю мешанину кочевых племен тюркского и монгольского происхождения, каждая из которых имела собственное название. В истории Золотой Орды известны десятки племен – Кият, Мангыт, Кунграт, Кыпчак, Кирейт, Уйшин, Минг, Табын, Катай, Барын, Аргын, Джалаир и другие. Каждый ордынец в первую очередь манифестировал свою принадлежность к тому или иному роду. Например, Мамай-бек Кият, Едигей-бек Мангыт, Тимур-бек Барлас, Майкы-бей Уйшин. И уж, конечно, они не причисляли себя к татарам, давно уничтоженным Чингисханом. Общего наименования, скорее всего, не сложилось в Золотой Орде. Хотя позднее, для удобства исследований и по традиции, это население стали называть татарами. Но вряд ли в те времена оно было общим наименованием для жителей Золотой Орды. Следовательно, название «татары» было чисто техническим термином, которым пользовались в Западной Европе, Китае, на Руси и мусульманском Востоке, а затем учеными для обозначения Улуса Джучи, то есть населения так называемой «Золотой Орды». Когда ученые стали исследовать, кто же завоевал половцев и Русь в XIII веке, монголы или татары, выяснилось, что Чингисхан и его полководцы водили в походы монголов, а татар, основную массу татар в Восточной Монголии, Чингисхан истребил еще в начале XIII века. Но поскольку во всех наших летописях этот народ называется татарами, то к нему стали применять это имя. Выяснилось, что Русь и половцев завоевали монголы. Как примирить вот эти два понятия? Около 1830 года петербургский историк Наумов придумал словосочетание «монголо-татары».
Оно означает монголы, называемые татарами. Это совершенно искусственное образование, ну иногда говорят татаро-монголы. Ну и вот с этих пор по книгам кочует вот это объединенное название. Таким образом, название татары является сугубо книжным термином, продуктом историографии, искусственно созданным летописцами. К самим ордынцам он не имел ровно никакого отношения. Если в недрах Золотой Орды и возникали определенные политонимы, то есть собирательные названия, то они носили имена знаменитых предводителей. Например, кочевники улуса хана Чагатая, брата хана Джучи, именовались чагатаями, сторонники князя Нагая именовались нагаями, население улуса царевича Шибана, брата хана Батыя, именовались шибанцами. На последнем этапе истории Золотой Орды большая часть ее населения приняла имя узбеков в честь могущественного хана Узбека. Именно это имя имело наибольшие шансы на роль общеордынского этнонима. Не развались улус Джучи на части, возможно, сегодня все население бывшей Золотой Орды именовались бы узбеками. Однако ее распад прервал процесс формирования единой идентичности. Стали возникать более локальные общности. Это государство приняло в качестве государственной религии ислам, и возникла очень хорошая почва для последующего превращения политонима, то есть улуса узбека, уже в этническую группу. То есть возникала возможность возникновения этноса узбеков, но этого не произошло по ряду причин, прежде всего политических, которые, как известно, привели к великой замятне, к чехарде ханов, и эта тенденция на самом деле пресеклась. Но как возможность, как потенция она существовала. Другим устойчивым заблуждением является миф о несметных монгольских полчищах, заполонивших весь лик земли. На самом деле все вооруженные силы объединенной Монголии едва превышали 100 тысяч человек. Гений Чингисхана заключался в том, что он, не будучи полководцем, сумел создать такую военно-государственную машину, которой в то время не было равных на планете Земля. Безусловно, здесь не численность решала, так сказать, проблему, а новая тактика, непревзойденная разведка, дальняя и ближняя, так сказать. Но прежде всего это, конечно, воля, которая вела этих людей, и та пассионарность, о которой писал Гумилев. То есть здесь скорее не одна, а целый комплекс причин, почему монголы стали самой сильной армией мира того времени. Поделив свои силы надвое, Чингисхан начал войну с сильнейшими державами того времени – Китайской империей Цзинь и Хорезмским султанатом. Несмотря на их колоссальные ресурсы и многочисленность их армий, монголы сокрушили противника, после чего организовали Великий Западный поход. Великий Западный поход. Нашествие войск империи во главе с чингизидами, Батыем и Каданом в страны Восточной и Центральной Европы в 1236-1242 годах. В походе приняло участие 40 тысяч воинов. Этих сил хватило на то, чтобы разгромить Волжскую Булгарию, Дэшт и Кыпчак, Аланию, Киевскую Русь, Польшу, Венгрию, Сербию и Дунайскую Болгарию. Столь молниеносное поражение стольких царств потрясло воображение современников тех событий. Знаменитый арабский историк Ибн Ал-Асир писал: «Удалось этим татарам то, чему подобного не слыхано ни в древнее время, ни в новое. Выступает толпа от пределов Китая, не проходит у них года, как часть ее с этой стороны добирается до земель Армении, а со стороны Хамадана заходит за Ирак. Клянусь Аллахом, я не сомневаюсь, что кто уцелеет после нас по прошествии этой эпохи и увидит описание этого события, тот станет отрицать его и сочтет его за небылицу, и будет правда на его стороне». Монгольскому разгрому подверглась и Волжская Булгария. Владимирский летописец сообщал: «Приидоша татарове на болгарскую землю, и взяша славный великий град болгарский, избиша всех от стара и до юна, и до сущего младенца, и град их сожгоша, и землю всю их поплениша».
По мнению исследователей, монголы истребили около 80% населения страны. От такого удара волжские булгары уже не оправились и постепенно сошли с исторической арены. Поэтому факт того, что их потомки ныне называют себя татарами, то есть даже не именем своих губителей, а их прозвищем, нельзя назвать иначе, как злой иронией истории. Она требует объяснения. Как единственное обозначение народа, главное обозначение, слово «татар» применяется вот к средневолжским тюркам, ну, очевидно, не позже, вернее, не раньше конца XIX века, когда татарские просветители, Фахруддин, Марджани и другие разрабатывали концепцию национального развития своего народа. И вот они именно настаивали на применении слова «татар» к своим, так сказать, соотечественникам. Так. Автором этой идеи, как считается, был казанский историк и богослов Шихаб-ад-Дин Марджани, предложивший обратить недостаток в преимущество. Коль казанские мусульмане со стороны русских именуются татарами, то надо принять этот факт как данность и извлечь из этой ошибки выгоду. Пользуясь терминологической неразберихой, можно было претендовать на роль наследника Золотой Орды. Кроме того, Марджани предлагал объединить под новым именем целый ряд народностей – казанских мусульман, мишарий, типтярий, башкир и нагайцев. Его дело завершили татарские национал-коммунисты Галимджан Ибрагимов, Мирсаид Солтангалиев и другие, сумевшие добиться санкций большевиков на образование татарской АССР. С этого момента и берет свое начало современная татарская нация, в которой кроме казанских мусульман слилась большая часть мишарий и типтярий. Мишари – тюркоязычный этнос, первоначально населявший бассейн реки Оки, так называемый Мещерский край. Вплоть до переписи 1937 года числились самостоятельным народом. Типтяри – полиэтничная этносословная группа арендаторов башкирских земель. По переписи 1926 года учитывались как отдельная национальность. В советское время в исторической науке наблюдался отход от прежних установок. Историография выбрала в целом верную булгарскую теорию происхождения казанских татар. Ведущий историк Татарской АССР Альфред Халиков в своей книге «Происхождение татар по Волжье и Приурале» отстаивал именно эту точку зрения. Однако в постсоветский период маятник качнулся в обратную сторону. О том, как зародился современный исторический дискурс Татарстана, сообщил агентству «Регнум» академик Мирфатих Закиев. Агентство «Регнум». Казанские этнологи провели исследование родословной Ментимира Шаймиева и заявили, что он потомок Чингисхана. Вы верите в это? Закиев. Нет, конечно. Есть люди типа доктора исторических наук Дамира Исхакова, которые любят такие исследования. Кстати, это Исхаков в свое время предложил не упоминать о булгарском происхождении татар. «Давайте, — сказал он, — эту булгарскую теорию не будем пропагандировать. Ведь татары-монголы – великий народ. Они покорили даже русских. Русские их всегда боялись. Пусть теперь нас тоже боятся и уважают». Агентство «Регнум». Извините, но это какой-то детский сад. Закиев. Я согласен с вами, но тем не менее в Татарстане это было взято на вооружение в преподавании истории края. Эта идея стала доминирующей в официальной республиканской историографии. Вот недавно вышла работа историка Аблязова, двухтомная, которая называется «Судьба, по-моему, татарского народа», где как раз приводятся аргументы в том, что современные казанские татары – это прямые, в общем-то, последователи тех племени татар с озера Буир-Нур, которые переселяются в Поволжье. Это лишний раз подтверждает, что в угоду политическим каким-то интересам можно перекраивать, в общем-то, хорошо известные факты в историографии, источники. Действительно, каким образом может случиться так, что практически уничтоженное племя, ну, за исключением там небольшого количества малолетних детей, да, мы знаем, как проводилась процедура уничтожения татарского племени, могли составить основу огромного народа, который сейчас насчитывает 6 миллионов человек. Поскольку стало модно и политически ангажированно себя как-то ассоциировать с Золотой Ордой, татарские историки очень быстро сориентировались.
Но вернемся к тому, с чего начинали. Выход в свет фильма «Орда» вызвал бурную, в основном негативную реакцию в Татарстане, многие жители которого благодаря пропаганде искренне считают себя потомками татаро-монголов. Вот как прокомментировал ситуацию Институт азиатских исследований Казахстана. И дело здесь не в казанских татарах, которые первыми обиделись на фильм Прошкина. Они-то как раз и не были связаны с основным населением Орды. Их прямые потомки сегодня это крымские и литовские татары, нагайцы и казахи, отчасти узбеки, но только не казанские татары. К сожалению, казахский ученый забыл упомянуть башкир, в составе которых ордынский элемент, представленный родами Барын, Салжиут, Гирей, Катай, Меркит, Минг, Табын, Бадрак и другими, также был весьма значителен. Национальные мифы, бытующие в сознании людей, не столь безобидны. Они оказывают непосредственное воздействие на нашу жизнь. И хорошо, если они хоть в какой-то степени соответствуют исторической действительности. В противном случае они способны привести их носителей к неожиданным и даже катастрофическим последствиям. Вспомните хотя бы немцев времен гитлеровской Германии, ошибочно возомнивших себя потомками ариев. Чем это закончилось, известно всем.